Город Волгоград исторически, конечно, начинается отсюда. Бессмысленно, наверное, пересказывать историю возникновения этих монументов, которая всем известна. 200 дней ожесточенных боев и более 1 миллиона павших. Однако, каков контраст между этой очевидной памятью в центре Волгограда, на поверхности земли, и реальными следами скрытой в ней войны? Это путешествие во времени возможно только тогда, когда это самое время проваливается и замирает. Стрелки на часах остановились. В один момент я понял, что они показывают неправильное время. Я их пытался несколько раз перенастраивать, заводить, то есть настраивать правильное время. Они все равно продолжали показывать неправильное время. То же самое происходило у моего товарища. Когда через месяц мы выехали с этого места, часы опять начали показывать корректное время. Одного нашего товарища, ему пришлось раньше уехать с вахты. Он проехал более 2000 километров, приехал домой, и в ту ночь, когда он приехал, ему приснился сон, как он сидит, оказывается, в том времени, перед ним стоит несколько солдат и говорят, что «почему ж ты нас не нашел?» Нас 12 человек, и мы ждем тебя. То, что происходило когда-то на этом пустынном месте, влияет на то, что происходит сейчас. Просто одни люди много лет назад покорились судьбе, а теперь другие кардинально меняют свою, где сначала нужно вырыть прошлое, чтобы вырвать иное будущее. Война есть свое лицо. А вот это вот лицо смерти, которое найдено на 10 квадратных метрах. Вот нашим дедам приходилось под таким плотным огнем, я бы сказал, очень тяжелого калибра, идти в прорыв и поднимать голову, идти в бой за нашу Родину. В 1942 году в Ветреной степи проходила одна из главных линий обороны Сталинграда. За скупыми строчками, которые есть в любом учебнике истории, скрыты горечь отступления и тысячи жизней советских солдат. Эти тысячи солдат, тех, кто тогда в кровопролитных боях защищал подступы к городу, сегодня разбросаны по всей степи, в безвестности жизни и беззвучности смерти. Девочки увидели просто, что сверху лежат останки и ботинки. Потом мы уже пришли, начали расчищать. И 2 бойца. И мы подозреваем, что верхнего бойца в свое время осквернили. И сейчас мы будем их выкладывать на баннеры, чтобы было видно полностью бойца, то есть что у него вообще сохранилось. Останки уже потревожили так называемые черные поисковики. Такие ищут золото или иные драгоценные вещи. Кости они просто разбрасывают за ненужностью в поисках так называемого живого улова. Вглядитесь внимательно. Боец лежит на спине, будто прикрывая лицо руками, то ли от страха, то ли от боли. Что может быть живее этих мертвых костей? Нет, Миш, это явно степь. У нас большое подозрение, что эта девочка была, у нее были очень длинные ноги, и несоразмерно. Вот так ненавязчиво выясняется, одни из останков, возможно, принадлежат молодой девушке, медсестре или санитарке. Возможно. Возможно и то, что солдат просто носил атрибут в кармане, как память о близких. Возможно. Война спустя 80 лет – история, где стерты даже отголоски, где нет никаких аксиом и доказательств. Единственный неоспоримый факт – перед вами. Эти кости когда-то смотрели на мир, распахнув глаза, плакали и улыбались. Очень много молодых ребят, которым еще до 22-24 лет. Это можно понять по швам черепа. Они еще не сошлись. И по зубам можно определить. Если зубы еще целые, то это... в данном случае это... Я считаю, что это все-таки молодой человек. Уже много лет они тратят свои выходные и отпуска на экспедиции. В этом году сначала был Крым, потом Волгоград. Задача обойти всю степь.
Но за несколько недель, конечно, это не удается. Иногда где-то в низине лежит рота, а иногда целые полки. Медальоны редко, но находят. Еще реже в них сохраняется бумага. Результат покажет только экспертиза, а потом два пути. Братская могила или возвращение домой, где до сих пор верят и ждут, а иногда просто отворачиваются. Память такая штука, очень больно глядеть ей в лицо. Бывает так, что звонишь, сообщаешь, а тебе говорят, ну, я даже не знаю, воевал он, не воевал, то есть никакой реакции. А есть так, что уже в трубке начинают захлебываться от слез, от радости, и потом долгие-долгие годы и звонят, и пишут, и общаемся на протяжении многих лет. То есть это как болезнь, от которой невозможно излечиться. То есть обычно бывает, человек приходит в поиск, то есть либо он останется на всю жизнь, либо вот он один раз съездил и исчез. Этим хроническим недугом уже одержимы в Татарстане сотни человек. Поисковый отряд города Чистополь. Большинству приехавших сюда ребят по 20 лет. И это уже опытные поисковики. Не всегда они знакомы между собой. За общим делом отпускают шутки, смеются, а потом вдруг непременно прерывается разговор. Может статься, что вот она каска, пробитая пулей, осколок снаряда или потерянный в атаке ботинок. Целые шлемы это найти, это очень редко. Судя по вот этому пулевому отверстию и как шлем разбит, можно даже представить, насколько тут был горячий бой. И что буквально осколки и пули, они пролетали над головами и окопами. Это кресало, которым высекали искры солдаты в окопах. То есть это согреться, приготовить себе еду. На этом кресале даже остался фрагмент гимнастерки солдата. Они знакомы с суровостью русской весны, с ее заморозками, ливнями, и с болотами неухоженных лесов, каменистой и глиняной землей, в которую врастают по пояс. Палатки, столовая, пара беседок, флаг и белый пес. Все как полагается. У них все общее – идеология и обязанности. И, конечно, еда. Ну тогда попили чуть-чуть. Пожалуйста. Вот такая кочевая жизнь. Костер, романтика. Гитара до утра. Так бывает. У нас очень много спальников, здесь 3 человека спит, но в спальниках, видите, 5. Вот первый день приезжаешь, немножко бывает пауки там, а потом как-то к этому привыкаешь, уже просыпаешься, мимо тебя пауки. Ну и ладно. Да, привыкли уже работать. Ну, нужное дело. Не можем по-другому. За этой внешней походной жизнью скрываются неочевидные, но все же подвиги, которые на этой самой земле продолжаются. Эхо войны не такое далекое, как казалось в начале. Буквально на следующий день после наших съемок, 6 мая, в Городищенском районе на мине подорвались 2 поисковика из Оренбургской области. Один из них 15-летний подросток. Война продолжает убивать, а поисковики продолжают искать. Несмотря на опасность, вопреки здравому смыслу, но ради иного смысла. Смысла, который вряд ли можно объяснить, который вряд ли нужно объяснять. Пока из-за трагедии поисковые работы временно прекращены. При страшном прошлом и туманном будущем, как оказалось, и настоящее не перестает быть полем боя. Эта боль не утихает, где же ты? Вода живая, ах, зачем? Война бывает, ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? Зачем нас убивают? Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно вон то, что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы. Диляра Юсупова, Андрей Ключников. 7 дней. Плывущим рядом нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу.